каждый раз, значит, вроде казалось бы, все уже, вот война закончилась, война опять начиналась. Даже после подписания Назрановской договоренности, я вам скажу прямо, что я думал, что все, война никогда не закончится. Уже разуверился и вообще официально заявил, что я больше вообще ни с кем встречаться не хочу. Потому что каждая встреча Михайлов, Степашин, там, Квашнин там, и так далее и тому подобное, значит, все это завтра опять начиналось, и получалось, как будто ты соучастник от этих преступлений. Поэтому, что будет, как будет, мы не можем сегодня говорить. Но считаем, что мы должны быть готовы к любому исходу ситуации. Если война, что поделаешь? Значит, война. Если мир, значит, очень хорошо. Когда вы выиграете выборы для других кандидатов? В предвыборной кампании я предложил своим оппонентам, значит, сделать все возможное, чтобы ни в коем случае не оскорблять друг друга. Вот. Значит, сделать так, чтобы наши взаимоотношения сохранились, как было на войне, что это очень важно. Что в любом случае, какой бы исход этих выборов ни был, все равно нам придется делать одно дело. И мы будем это делать вместе. Поэтому то, что там сегодня средства массовой информации там говорят, вот там Масхадов, такой, сякой там и так далее. Я думаю, что это этим они показывают свое лицо, свои недостатки. Я когда последний раз встречался с Шамилем Басаевым, Шамилю говорил: почему ты такие глупости говоришь по телевизору? Это же неправда. Если даже ты 24 часа в сутки будешь говорить, что Масхадов нехороший человек, ты мой рейтинг снизишь на 3%, свои 10 там сотрешь все полностью. Шамиль мне сказал: а что я сделаю? Я говорю: вы там крепко сидите, у вас там рейтинг, у вас должности, у вас деньги, у меня ничего нету, это методы моей борьбы. Ну давай, говорю, продолжай тогда, что с тобой делать? Вчера там вроде мой сторонник, ну как сторонник, то есть близок ко мне, поехал на день рождения, подарил, и вроде подарил это от моего имени. Я даже, клянусь, я не знал. Когда я узнал, что он поехал, там подарил машину, я думал, я уже расстроился, думаю, что вот не спросил меня, поехал. Вчера Шамиль заявляет, что вот Масхадов мне подарил машину, откуда у него столько денег? Кстати, вот здесь уже видно, ну я первый раз в Чечне, но я видела здесь хорошие крупные машины, BMW, такие вот. Это новые чеченцы, есть уже другие люди. Но новые люди, может, которые здесь делают бизнес, которые восстанавливают в каком-то смысле, может быть, экономики. И вообще, как здесь восстановить экономику? Я думаю, что опять я не хочу хвалить там, именно что мы, чеченцы. Мы выживаем из любой ситуации. Вот, например, в 1944 году у нас в феврале месяце, зимой, просто вот так загрузили, даже сверток там с куском хлеба не дали с собой взять, закинули в эти скотные вагоны и увезли в Казахстан. И выбросили вот так в чистое поле. Вот жили в бараках, там, вместе, там, сколько, до 1957 года. А вы родились в Казахстане, да? Да, я родился в Казахстане в 1951 году. На родину мы приехали в 1957.
И там мы выжили, понимаете. Потом в 1957 году приехали обратно сюда, здесь ничего там, даже камни на камне не остались, даже могильных камней там сделали. Опять быстро там у нас есть такое вот друг другу, там Бельхой называется, то есть вместе собираемся, друг другу помогаем, там быстро слепили, там сперва саманной, потом там то там построили, все, опять там живем. Вот. И здесь вот, когда, казалось бы, война, да, вот 2 года войны, значит, в городе идут ожесточенные боевые действия, бомбят, все там разносит пух и прах, а вот эти базары стоят, торгуют, идет торговля и так далее. Вот там только близко начинает бомбить, там они разбегаются, потом снова садятся и все продолжается. Вот. Самое ценное, что вот 2 года вот на базарах, в любом рынке мясо навалом, там фрукты навалом, ну все навалом. Поезжая в Дагестан, в Кабарту, цены здесь намного ниже, чем там. Понимаете? Вот. Дальше. Люди, которые воевали, значит, практически без тыла, без обеспечения, вот так просто. Люди приносили из дома, там вот боевые действия в городе Грозном, сидим в подвале, через этот обстрел, там бомбят вокруг, там обязательно какая-то машина с какого-то села приезжает, выгружает продукты и живем нормально. Вот. То есть в натуре чеченец никогда не надеялся на государство. Понимаете? У него всегда, вот у каждого хорошего хозяина свой запас. Не на день, не на неделю, а на год, на 2 свой запас у него железно. Потому что вот привыкли вот так вот. Нас туда кидают, туда кидали. Вот. И в этой войне вот именно что вот запасливость, вот, что каждый имел свой запас и так далее, и вот как-то выкручивались в этом. Вот. И то, что с 91 года практически все было заблокировано, и воздушное, и наземное, и финансовое, и экономическое. Значит, здесь, как вы говорили, на БМВ, на Мерседесах там и так далее, там разъезжают, там, приезжает там с Ингушетии, с Дагестана, вот как хорошо живут. Поэтому, наверное, нас и не любят, потому что знают, что если нас оставят в покое, значит, мы сумеем выжить. Выживем обязательно. У вас нет обиды на соседние республики Дагестан и Ингушетию, что они вас не поддержали? Я думаю, что нет. Например, с Ингушетией у нас вообще все общее. Практически это один народ. Обычаи, традиции, язык, все. И даже сегодня встречаемся с Русланом Аушевым, мы говорим, что главное не допустить, что между Чечней и Ингушетией была граница. Не должно быть этой границы. Потому что значит граница? Как начинаешь там определяться метрами земля туда, земля обратно, это опять война. Не надо, не должно быть. С Дагестаном то же самое. Единственный вот вопрос с акинцами, с акинцами. И то мы, как бы там сегодня нам не говорили, что вот нужно там джихад там продолжить, нет. Все должно быть мирно. Разберемся спокойно, на трезвую голову, как говорил Александр Лебедь. Разберемся. Будет все нормально. Это опять российская политика. Когда были кизлярские первомайские события, вы, наверное, слышали, как Борис Николаевич по телевизору, вот сейчас аварцы там с кинжалами пойдут на чеченцев, и ему так это хотелось. Но они же не пошли, потому что поняли, что этого сильно хочет Россия. Значит, что-то ненормально. Отряды самообороны они там собираются создавать. Да, ну что-то. В этом я думаю, что нет необходимости.
Вот это вот с казаками вот их запугивает, там, что там. Может, вот до выборов возможно какие-то провокации, я допускаю, а потом все прекратится, все будет нормально. Вот власть возьмет все это в свои руки, определит законное и незаконное, значит, разберемся. Есть еще вопрос о беженцах. Вы могли бы сказать, сколько, с каких есть право голосовать? У меня точных данных нет, я не имел возможности, значит, вести такой подсчет, сколько было беженцев, сколько их осталось. Но я скажу, что опять-таки не дать повод, что выборы были не свободные, не демократические. Мы сделаем все возможное, чтобы все проголосовали. Значит, сегодня мы выходим именно через главы республик Ингушетии, Дагестана, Кабарды, даже в Москве, Ярославле, где вот компактно проживают чеченцы. Значит, делаем все возможное, чтобы они смогли приехать проголосовать, предоставить транспорт, там, помочь купить билеты и так далее и тому подобное. Потому что сегодня тоже в средствах массовой информации, если вот беженцы не будут голосовать. А первое заявление было какое, что вот 300 тысяч человек проживает за территорией Чеченской Республики. Ничего себе, 300 тысяч. Всего-то будут голосовать 450 тысяч, а 300 тысяч за пределами, значит, там можно что хочешь сделать. Поэтому, конечно, мы этого испугались. Вот. Если у нас было бы 150 миллионов, там 300 тысяч, ну куда бы там ни шло. А здесь практически больше 150%. Поэтому мы сказали только на территории Чеченской Республики. Только в этом причина, не в том, что мы не хотим, чтобы они проголосовали, или боимся их голоса. Кого вы видите своим главным конкурентом, Басаева или Яндарбиева? Я не знаю, я думаю, что по социологическому опросу, как мне преподносят, значит, главный оппонент это Яндарбиев, Басаев, Удугов. И, по-моему, шансы у них одинаковые. Одинаковые. Вот даже последний раз я, когда с Басаевым встречался, я ему говорю, Басаев мне говорит, если будут честные выборы, то у него выигрышный вариант. Вот. Я говорю, тебя кто-то обманул. Я говорю, если ты так активно не будешь работать, может Удугов тебя переиграть. Смотри, там все развешено, исламский порядок. На следующий день Шамиль там выступает, говорит, Удугов ваххабист, там, он где-то там гужбан проводит и так далее. Шамиль быстро ориентируется. Да. Посмотрим. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Хорошо. А у вас сейчас свободное время или надо сразу начать работать? Я отдыхаю. Хорошо. Тогда мы не будем больше мешать. Сложил полномочия. Да, мы сейчас... Да. Так надо. Счастливо. Спасибо. До свидания.